Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. В Ингушетии на одну башню, причем солнечную, стало больше. Сегодня детский сад с таким символическим названием открылся в Назране, возле 4-й школы. Дошкольное учреждение относительно небольшое, рассчитано на 80 мест. Объект был построен при финансовой поддержке Сбербанка. Репортаж Хади Добриевой. С самого утра в разноцветных шарах, широко распахнутыми дверьми, новый сад принимает своих гостей и будущих воспитанников. Мадина Сагова вместе с дочкой уже успела обойти все залы и кабинеты. Для нее, впрочем, как и для всех присутствующих здесь родителей, этот сад стал долгожданным подарком. А самое приятное то, что от него до дома совсем недалеко. Мы ходили до сих пор и ходим сейчас тоже в частный садик. Открытие этого садика мы очень ждали. Но сейчас мы так... Первое знакомство у нас с садиком. Нам все очень понравилось, девочка очень довольна наша. Радует то, что здесь такой приветливый персонал, воспитатели, нянечки. Все с такой заботой относятся к детям, которых только сегодня увидели. Будем в садике, мы жить красиво и всегда с теплом вас вспоминать. Вам от нас огромное спасибо! Свой новый детский сад дети открывают не просто выразительными стихами, а скорее одами уже родной солнечной башне. Их праздник сегодня полностью разделяют и воспитатели, и высокие гости, сделавшие им такой большой подарок. Первый камень по строительству детского сада заложили в декабре 2014 года. Он построен при финансовой поддержке Сбербанка. В этом году мы даем порядка 7 объектов, которые называются небюджетные. Это тоже большая помощь бюджету Российской Федерации. Нам меньше приходится уже добиваться там средств на реализацию социальных проектов. Но самое главное, что нам идут навстречу, и наши дети будут учиться в таких добротных, хороших детских садах, получать образование, воспитание в том числе, методику, ну и так далее. Принципиальная договоренность о выделении денежных средств на строительство детсада между руководством Сбербанка и главой республики была достигнута 4 года назад. Защита детства – главное направление благотворительности. И этот проект для банка по-своему уникален, отметил высокий гость. А самое важное, что в республике, возможно, это только первая ласточка. Сбербанк в республике находится давно, и мы, естественно, как работники, как и жители, которые здесь живут, мы заинтересованы в создании таких хороших условий для детей. И думаю, что это, может быть, не последняя будет наша помощь для населения республики. Но мы, как банковская организация, работаем, развиваем, вкладываем деньги в экономику республики. Ну и такие небольшие социальные проекты, наряду с другими компаниями, как уже глава говорил, мы будем поддерживать такие начинания. Построен довольно качественно, хорошо, привлекательный, смотрибельный. И главное, что со всеми удобствами внутри и на улице. Поэтому я думаю, что дети здесь сюда будут с огромным удовольствием ходить. И самое главное, получить базовые вещи к первому классу, к школе. Это первое. Ну и второе, конечно, непосредственно само участие Сбербанка в этом проекте. Хотелось бы еще раз выразить огромную благодарность и сказать спасибо за участие именно на территории республики в реализации таких проектов. Ленточку перерезали, а символ открытия школы торжественно передали директору, после чего высоких гостей пригласили на экскурсию, чтобы они имели возможность самим оценить условия, созданные для детей. Будущим воспитанникам садика можно только позавидовать. Просторные кабинеты, санузлы с отдельными шкафчиками, душевые, актовый зал и оборудованный по последнему слову пищеблок. Условия, созданные здесь для детей, не просто комфортные, но еще и практичные. К примеру, вот один этот кабинет рассчитан и как класс для занятий, и как игровая зона, и даже уголок для тихого часа. К примеру, после обеда вот вся эта свободная зона может легко превратиться в спальный уголок за счет вот специальных таких раздвижных кроватей, которые также легко собираются обратно. Но главная гордость – большой бассейн и несколько игровых площадок. Оценить условия, созданные для детей, успели и родители, и сами дети. У меня будет здесь ходить внук мой. Мы живем недалеко от детского сада, поэтому решили сюда отдать своего ребенка. Сад сделан очень красиво. Оформление очень красивое. Мне здесь нравится игрушки, бассейн, дети. Мне понравилось больше всего тут качели. Мне в этом садике хорошо.
И мне хорошо. И мне нравится еще бассейн. Мне тоже нравится бассейн. Еще один плюс этого детского сада – это место его расположения. До 4-й Назрановской школы рукой подать. Ну а принять своих первых воспитанников Солнечная башня, как и весь педагогический состав, полностью готовы. Осталось только дождаться начала учебного года. Прежде всего хотелось бы поблагодарить Сбербанк, который подарил нам такой чудесный, прекрасный, уютный садик, где будут пребывать 80 детей. Уже все группы скомплектованы, и занятия начнутся с 1 сентября. У нас работают очень опытные специалисты, воспитатели, которые уже прошли практику. У нас 2 младшие группы на первом этаже, на втором этаже у нас младшая и средняя, старшая и средняя группа. 4 группы рассчитан садик. Дети будут воспитываться в комфортных условиях, где все для них. И я уверена, что наших детей будет счастливое, беззаботное детство. И мы сделаем все, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Это уже 2-й детский сад, открываемый в республике в этом году. До конца года свои двери распахнут еще 2 дошкольных учреждения. Открытие нового объекта – это еще один шаг в будущее подрастающего поколения республики. Ведь все лучшее закладывается в человеке с раннего детства. Хадис Добриева, Хаваш Гойгов, Новости 24.